Совбез Абхазии отвечает за обеспечение безопасности государства и общества, занимается проведением анализа информации, участвует в разработке и координации госпрограмм по безопасности. В контексте сегодняшнего дня эти задачи приобретают особую актуальность. О них мы и будем говорить с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лоло сегодня в нашей студии. Здравствуйте, Рауль Валерьевич. Добрый день. Итак, давайте начнем с такого масштабного мероприятия, которое недавно прошло в Абхазии. Я имею в виду оперативно-тактические учения. Они проходили с 13 по 17 октября. И в рамках учения, как раз вот в первый, наверное, день этих учений, состоялось заседание с членами Совбеза, проводил его президент. Обсуждались важные вопросы, в том числе меры по укреплению обороноспособности страны. Что было замечено, отмечено и президентом, и членами Совета безопасности? Ну, на этом заседании Совета безопасности мы обсуждали именно учения, те, которые планировались к проведению еще с лета этого года, и планомерно к этому подошли. Вот. Там определялись, вы, наверное, слышали и видели, что были созданы так называемые две республики. Одна республика была в качестве атакующей стороны, вторая республика была в качестве обороняющей стороны. Поэтому вот отрабатывали мы методологию. Мало того, вот в случае начала войны, какие протоколы должны работать в администрации президента, что должен делать Совет безопасности, как объявляется военное положение, как объявляется и когда, в какой ситуации объявляется мобилизация, в каком районе объявляется мобилизация и военное положение, на какое время. То есть мы все это отработали. Мало того, тоже так как бы направили в парламент письмо о том, чтобы они дали добро на проведение вот мобилизации и всех военных мероприятий. То есть вот мы на уровне президента Совета безопасности отработали все вот эти вот алгоритмы действий, которые в случае чего, в случае возникновения такой опасности, как должны действовать. Генеральный штаб зачитал доклад свой о состоянии как бы, ну, такая игра так называемая была. И вот на основании этого доклада было принято президентом решение вот, объявить военное положение и, соответственно, мобилизацию. Вот после этого и были разработаны все действия. И вот в определенный день, утро, 5 часов утра, были распакованы специальные документы и даны поручения резервным бригадам, силам территориальной обороны, и все приступили к учениям. Учения, вот как вы правильно отметили, длились 5 дней. Итоги учения будут подводиться позже, итоги учения будут подводить президент, генеральный штаб. Вот. Ну и будем делать выводы, что прошло хорошо, что нужно исправить, где, в каких моментах, в каких местах. Вы практически везде сопровождали президента в его поездках по подразделениям, когда он проверял, да, готовность, и резервисты видели. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, прошло, во-первых, масштаб учения, как бы вы оценили, а во-вторых, что показали учения, вот именно с вашей точки зрения, если судить, какие были итоги и что, может быть, где-то необходимы какие-то доработки еще? Может, ну, что вы, как военный человек, скажем так, да, увидели своими глазами? Ну вот хочу еще отметить, что такого рода учения с привлечением практически всех резервных бригад, территориальной обороны, министерств, наших силовых ведомств, это Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, МЧС, Министерство здравоохранения. Ну вот я таких масштабных учений не помню. Вот. Это вот такие впервые они были, проводились с привлечением всех вот таких наших структур правоохранительного блока и оборонного блока. Вот. Да, мы с президентом, он сам непосредственно и возглавлял эти учения, и, соответственно, проверял сбор наших этих бригад, резервных бригад. Начали это с Кварчельского района, потом переместились в Ачимчирский район, ну и дальше Гудаутский район и Гагаринский район. То есть практически везде, вы, наверное, тоже следили за этим в средствах массовой информации,
резервные бригады были собраны. Хочу отметить, что не надо смотреть на то, как они были одеты. Здесь дело состояла задача не в этом, как они были одеты. Вот. В случае начала войны достаточно у нас и обмундирования, и специальных средств для того, чтобы наши резервные бригады одеть и вооружить. Здесь просто необходимость была проверить их степень готовности. Вот. Очень важно, что люди собрались, да, вот это важно отметить, и такую сопричастность свою проявили, и ответственность проявили. Вот. В некоторых районах, если там бригада, там более 1000 человек, практически на 80-90% бригады были собраны. Вот. Личный состав бригады были собраны. Важно еще отметить, это же вот некая такая слаженность между подразделениями, между бригадах, самих бригадах есть командиры отделений, взводов, рот и так далее, и так далее. Вот они, по крайней мере, многие увидели друг друга и посмотрели, кто как действует. А после этого бригады были задействованы непосредственно в самих учениях. После этого сбора, вот, мало того, по легенде, все вот эти районы, они были поделены, вот, были определенные так называемые диверсионные группы использованы, другие группы оборонялись, были задействованы беспилотные летательные аппараты, скидывали там различного рода зажигательные шашки, чтобы там отметить, если где-то какое-то подразделение территориальной обороны пропустило там, скажем так, закладку какую-то. Ну, то есть... Максимально приближены. Да, к боевым действиям максимально постарались приблизить. Я обратил внимание на наших резервистов, у них горели глаза, и вот видно, давно в таком масштабе они не принимали участие. Вот. А потом уже они на полигонах стреляли со стрелкового оружия, вот, проводили определенные маневры, пришлось там переночевать где-то в лесу, преодолеть какие-то водные преграды. То есть все это вот было использовано. Вот, поэтому вот эффект хороший был, и мало того, эффект неожиданности был, что тоже отрадно. И вы видели тоже и специальные подразделения, наши спецназы тоже принимали участие, освобождение заложников, террористы там захватили определенную группу гражданских, вот они тоже приняли в этом участие. То есть это масштабно, практически все районы Абхазии были задействованы. Вот. И главное было еще отработать взаимодействие между силовыми структурами и ведомствами. Вот. Потому что в случае начала войны, вы знаете, все силовые подразделения, все силовые структуры переходят в подчинение Генерального штаба Министерства обороны. Вот. И по легенде учения, и по всем нашим документам они перешли в подчинение Министерства обороны, Генерального штаба. И вот они уже командовали и смотрели, у кого какие силы, у кого какие возможности. Важно было отработать еще связь, вот, взаимодействие между структурами и связь, потому что связь во время войны — это одно из самых необходимых и стоит в приоритете. А что вот вам кажется, над чем еще нужно поработать? Знаете, следующие учения, скорее всего, они будут проводиться уже совместно с Российской объединенной группой войск, которые здесь, на территории Абхазии, дислоцируются. Мы сейчас здесь такие свои внутренние провели. Вот следующее учение будет, потому что у нас, по нашим документам, в случае агрессии, в случае начала войны, Российская Федерация и те подразделения, которые здесь находятся, активно в этом принимают участие, в отражении атаки, в том числе и 7-я военная база, которая находится, и пограничники российские, которые стоят у нас вдоль линии государственной границы. Поэтому вот следующие этапы. Здесь необходимо отработать взаимодействие и связь, потому что вот это вот ключевые вещи. Вот, кстати, у меня и был вопрос по этим нашим учениям. Как вы оцените вот по степени, да, взаимодействия, вовлеченности, координации, слаженности вот эти учения между родами войск, резервистами, там, при выполнении задач? И, кстати говоря, ведомства. Да, ну я хочу сказать, что наши ведомства сработали очень хорошо, сами ведомства. Вот что касается уже в поле, этот разбор полетов будет проводиться позже, потому что не все мы видели. Учения проходили на 3 полигонах. Вот, это Гагаринский район, это Ачимчирский район и Гулирипский район. Представляете, сколько было задействовано людей, сколько задействовано было сил и средств для того, чтобы эти учения провести. Поэтому не все, конечно, мы видели, но вот
отдельная информация, которая с мест поступает, там тоже прошло все достаточно хорошо. Как говорится, ни потерь, ничего нет, а задачи, самое главное, задачи, те, которые ставились, задачи выполняли. Ну, когда одна сторона наступает на другую, а другая обороняется, мы вот все это модулировали, да, и смотрим, как у кого как получается, потому что даже если мы работаем с обороной, допустим, в случае начала войны, потом приходится с обороны выходить уже в наступление. Поэтому вот возможно, что-то будет меняться. Здесь планы, которые Министерство обороны сами разрабатывают, мы просто следим за ними, и политически, как президент, как главнокомандующий, дает указания провести учения, вот такого рода учения. А сами планы учений, какие виды они должны использовать, какие рода должны использовать, вы же видите, тоже у нас вот, и авиация, и артиллерия, все было в этом деле задействовано. Это уже определяет Министерство обороны. Поэтому после того, как анализ они проведут, они уже продумают и посмотрят, какие следующие учения, где что-то не хватает, где что-то нужно дорабатывать, они уже следующие учения будут с учетом исправления ошибок и будут проводить. Это нормальный процесс. Учения для этого и нужны, для того, чтобы смотреть, допускать ошибки, но главное их видеть и исправлять в дальнейшем эти ошибки. Рауль Валерьевич, проходит специальная военная операция, мир достаточно тревожный вокруг Абхазии. На ваш взгляд, какие меры по укреплению обороноспособности страны необходимо предпринимать и предпринимаются ли сейчас? Я помню, когда вот была атака беспилотников в Краснодарском крае на границе с Абхазией, была речь о том, что Абхазия и Россия разработают совместный план по предотвращению нарушения воздушного пространства республики. А вот что-то в этом отношении происходит? Или конечно, происходит. Да. Конечно, происходит. Обязательно после проведения совбеза мы тоже здесь внутри провели уже консультации, посмотрели, какие у нас силы и средства есть внутри Абхазии, что есть, чего нет. И запросили уже поддержку и помощь, и консультацию у российской стороны, потому что опыт борьбы с беспилотниками, с такими серьезными беспилотниками, которые пролетают там более 1500 километров и несут на себе более 50-70 килограмм взрывчатых веществ, у них намного больше, да, и вот с этим учетом мы с ними консультировались. Сюда приезжали группы, смотрели, вот, усилили ПВО, усилили средства РЭБа. Вот такая работа проводится. Мало того, хочу вам тоже проинформировать, что по линии МЧС это важное оповещение населения, чтобы население наше понимало и знало, что делать в случае такой опасности, беспилотной опасности. Каким образом будет оповещение? Вот. Мы сейчас смотрим в случае необходимости включать сирены. Да, но это вот пока в качестве учения. После этого, после того случая, который беспилотники пролетели через территорию Абхазии и ушли в сторону Сочи, таких случаев больше мы не наблюдаем. Пока их нет. Но, конечно, мы готовимся и смотрим, что можно и нужно сделать. Если вы, наверное, обращали внимание, сейчас в том числе на учениях, натягивали специальные сети, смотрим, как эти сети срабатывают, сети против беспилотников. И вот такие вот объекты, которые жизненно жизнеобеспечение, которые обеспечивают, такими сетями натягиваются, пока они у нас лежат, в случае чего их можно быстро очень развернуть. Вообще вот ситуация, связанная с беспилотниками, очень серьезно меняется за последние годы, и поэтому вот это одна из самых важных сейчас вот опасностей, которая может быть. И причем со стороны, вот видите, к нам залетели, они пролетели через Абхазию, со стороны Украины пришли, по Черному морю пришли. Вот, поэтому и мы понимаем и знаем производство вокруг нас, какое производство беспилотников сейчас проходит. И в Грузии, и в Азербайджане, и в Турции. То есть все страны практически начали производить огромное количество беспилотников. Сегодня российские беспилотники одни из самых лучших в мире. Представляете, вот достигают такие вот огромные дистанции преодолевают и наносят удары. Поэтому вот то, что... И мы сегодня тоже, и у нас есть специальные подразделения, которые изучают, смотрят, вот, и применяют уже тоже
такая возможность есть. Мы говорили как-то с вами, что есть здесь небольшое подразделение, где занимаются даже сборкой беспилотников. Да, вот они конечно. работают? Конечно, Расскажите, работают. какие у них новости? Да, работают. Но еще раз мы должны понимать, что это производство беспилотников не стоит на месте. То есть динамика Всё время очень меняется. быстро, постоянно меняется, поэтому ребята следят за этим. И в случае необходимости очень быстро можно нарастить само производство, потому что то, что мы делали, ну, условно говоря, полгода назад, сегодня оно уже устарело. Понимаете, постоянно нужно отслеживать. И, конечно, с учетом того, что сейчас происходит на СВО, вот мы внимательно отслеживаем, какие типы беспилотников, какие формы их, какой боеприпас они несут, и как с ними, самое главное, как с ними бороться. Это вот вопрос такой открытый, причем открытый, ну, в таких странах крупных, как вот Россия в том числе тоже. Но на самом деле характер военных действий поменялся, да, в современном мире, как вот показывает опыт специальной военной операции. Как-то учитывает наш Совбез, собирает ли информацию, анализирует ли что-то, возможно, какие-то предложения в связи с этим поступают, скажем так, руководству нашей страны. Вот что бы вы об этом рассказали? Постоянно, конечно, мы за этим следим, запрашиваем информацию с Министерства обороны, со Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел в части их компетенции, и уже анализируем и подбиваем некие такие итоги. Конечно, мы представляем справки президенту, и он уже принимает решения. Он вооружен, скажем так, теми оперативными данными, которые у нас есть. Еще раз хотел бы отметить, у нас хорошее взаимодействие, налажено взаимодействие с Советом безопасности Российской Федерации. Каждое наше министерство, силовые ведомства, они взаимодействуют со своими ведомствами в России. Вот. Это очень важно для нас. И вот вы говорите о безопасности Абхазии. И до сих пор, и я уверен, что и в будущем тоже, безопасность Абхазии сегодня обеспечивает в том числе и нахождение здесь, на территории Абхазии, российской 7-й военной базы, российских пограничников. И понятно, что ни у кого не возникнет желания вторгнуться в Абхазию, совершить агрессию в отношении Абхазии, потому что по зубам получат очень серьезно. И вот это надо учитывать. И вот наши взаимодействия, они продолжаются и будут обязательно продолжаться, укрепляться. Вот. И мало того, мы тоже какую-то оказываем помощь и поддержку нашим российским коллегам вот, здесь, на территории Абхазии. А в каком плане, можете рассказать? Есть вещи, которые мы... Ну, если не военная тайна, да, есть вещи, которые мы не можем. К сожалению, может быть, к счастью, военная сфера, она такая сфера, где мы не все можем рассказывать и не все можем раскрывать. Поэтому взаимодействие идет в полной мере. И вот в том числе те учения, которые сегодня проводились, они не просто так же тоже проводились. Есть для этого и причины, есть для этого и серьезные основания для того, чтобы Абхазия могла сама в том числе тоже защитить свои границы, показать, что мы здесь крепкие, что мы здесь наготове, что наше население, как вы понимаете, что наши вооруженные силы — это наша армия, это наши граждане. Вот основной костяк — это наши граждане. Вот. Создать профессиональную армию, ну, это очень дорогое, скажем так, удовольствие для государства. Вот. И мы будем продолжать оказывать учения, и принимать в учениях будут наши резервисты. Вот это главное. Вот. Это главная сила обороны нашей страны. Поэтому они должны подготовлены быть, они должны быть оснащены, должны знать, где командиры, знать возможные театры боевых действий на нашей территории. Вот это вот самое основное и самое главное. Вот. Мало того, хочу вам сказать, что вот в наших силовых, это Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Служба государственной безопасности, есть специальные подразделения, которые постоянно совершенствуются, повышают свой профессиональный уровень. Посмотрите, какая у них экипировка. Государство не жалеет на это средства и вкладывает в них. Практически в каждом подразделении уже достаточно беспилотников для того, чтобы проводить свои необходимые мероприятия. Если говорить об угрозах, то как вы оцениваете сейчас, скажем так, угрозу со стороны Грузии?
Мы не наблюдаем никаких таких активностей, потому что у них там у своих проблем достаточно. Вот. И единственное, конечно, беспокоит постоянные учения, которые они проводят со странами НАТО. И вот и летом в этом году учения проводились. И мы внимательно отслеживаем эти учения, характер этих учений. Вот, потому что есть наступательные виды учения, есть там освобождение заложников, есть там какие-то другие виды. Вот, и смотрим, какие виды учения они проводят. И когда они проводят учения, конечно же, наши подразделения, наши ведомства в этом плане сразу вот, внимательно и активно, как говорится, наблюдают за всем этим. Вот, пока такой опасности мы не видим, угроз таких мы не наблюдаем. Насколько мы понимаем, правительство Грузии ведет такую сбалансированную политику. Вот, и заявления, те, которые они делают, ну, они пока вот соответствуют их делам и подходам. Я имею в виду заявления о том, что они не собираются нападать на Абхазию. С другой стороны, давным-давно пора было подписать документ. Только предварили мой вопрос. Конечно, документ о ненападении. Вот тогда совершенно другая была бы ситуация. Мы по-другому бы уже оценивали вот угрозу в отношении Абхазии. Потому что решения военным путем их вопроса, как они считают, не существует. Победить Абхазию невозможно. И с учетом, да, тем более с учетом того, что сегодня у нас союз с огромной Россией, вот, со страной одной из самых сильных армий в мире. Вот. Я считаю, что самая сильная армия в мире. Вот. Отдельная история это по поводу специальной военной операции. Почему это таким образом ведется, мы, может быть, потом об этом поговорим. Поэтому не думаю, чтобы Грузия на это решилась. Но если решится, это будет конец ее государственности. Рауль Валерьевич, что вы думаете о том, куда стоит стремиться в смысле, скажем, обеспечения безопасности? Может быть, слово «стремиться» не совсем подходит, в том плане, что вот у вас есть анализ информации, у вас есть оперативная информация, скажем так, да? Внутренние угрозы вы тоже наверняка оцениваете. Что вы можете об этом сказать? Бела, вот сейчас, последнее время, очень часто обсуждается, ведь безопасность это не только военная, Конечно, очень много да. внутренних форм безопасности. Это и экономическая безопасность, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность и так далее, и так далее. Очень много разных видов безопасности, в том числе демография. Мы очень много и часто сейчас об этом говорим. И вы, если обращаете внимание, и президент, кабинет министров часто об этом говорит, вот даже по линии продовольственной безопасности увеличили сумму на поддержку сельского хозяйства. Ведь это придаст нам некую такую дополнительную самостоятельность. Вот. В том числе энергетическую безопасность. Какие-то подходы тоже сейчас находятся для того, чтобы у нас постоянно был свет. Потому что чем качественнее электричество, чем качественнее энергетическая безопасность, соответственно, вот, основа жизнедеятельности страны. Конечно, да, безусловно. Вот. И очень важно, чтобы без пополнения нашего бюджета, без пополнения, увеличения наших возможностей, финансовых возможностей, вот, чтобы вы понимали, даже усилить там оборону, безопасность тоже будет сложно. Это же все деньги. Вот. Хотя за последние годы Министерство обороны увеличило свой бюджет, смогли увеличить бюджет там, в несколько раз, но это все равно недостаточно. Вот прямо говорю, это все равно недостаточно, потому что вот в странах сегодня, страны Европейского Союза, другие страны, у них оборонный бюджет это 5% ВВП. Ну, у нас даже до 1% не дотягивает. Понимаете разницу? А что касается угроз, вот я опять-таки внутренних, есть ли какие-то, занимается ли, вернее, Совбез, есть ли задачи по устранению, скажем так, какой-то террористической опасности, там граждан, которые ведут какую-то подрывную деятельность? Ну, наверняка обычно не всегда все гладко происходит. Есть ли такая информация? Есть ли такая работа, ведется ли такая? Бела, такая работа ведется постоянно. Служба государственной безопасности, такая работа ведется 24 часа на 7.
и вы обращаете, наверное, внимание, как служба госбезопасности выдворяет или задерживает, или проводит оперативные мероприятия в отношении иностранных граждан, которые находятся на территории Абхазии. Абхазия в отношении террористов, каких-то экстремистов или людей, которые приехали сюда отсиживаться, не должна находиться таким местом, серым местом. Конечно. Поэтому служба государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел в этом плане очень качественно отрабатывает весь спектр вот таких рода опасностей и угроз. И я думаю, что за последнее время вы не слышали такого рода совершенных там каких-то актов в отношении граждан Абхазии, Конечно, или гостей Абхазии. Вот такая работа ведется, она, может быть, негласно ведется, многое не афишируется, не обнародуется, но самое главное — результат. И я думаю, что результатом можно сегодня в этом плане тоже похвастаться. Ну, Совбез как-то вмешивается в этот процесс? Нет, мы Он не вмешиваемся. участвует? Конечно, мы Участвуете? Да, мы запрашиваем информацию, и в случае необходимости, чтобы вы понимали, Совет Безопасности возглавляет президент, и собирает Совет Безопасности постоянных членов тогда, когда такая необходимость возникает. И там уже обсуждается тот вопрос или те проблемы, которые актуальны, совершенно то есть срочные, которые нужно решать. Поэтому каждый день Совбезу собираться необходимости нет, работа рутинно идет, материалы собираются, предоставляются президенту на ознакомление, а он уже принимает решение, собирать Совбез или не собирать, поднимать эту тему или не поднимать. И каким образом ее оголять, скажем так. И каким образом ее решать. И поручение уже дается непосредственно тем ведомствам, части которого стоит задача. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что о вопросах обеспечения безопасности государства и задачах с этим связанных мы говорили с секретарем Совета безопасности Абхазии Раулем Лолуа. Спасибо.